исполнении Ижевского муниципального камерного хора имени Чайковского и инструментального трио No Smoking Band прозвучало попурри Льва Накорякова на темы песен британской группы Queen. Специалисты относят группу Queen к глэм-року и хард-рок направлениям, которые были характерны для 70-х годов прошлого столетия, времени, когда группа Queen находилась на пике своей популярности. Но в музыке группы мы можем услышать и музыкальные элементы музыкальных стилей совершенно других. Например, джаз в их альбоме с 1978 года, который так и называется «Джаз». Название другого их альбома «A Night at the Opera», «Ночь в опере», тоже говорит само за себя. И, несомненно, в их песни проникали элементы поп-музыки тоже. Но вот я думаю, что именно такой крутой коктейль и способствовал сверхпопулярности этих песен и позволил им опередить свое время. Конечно, популярности группе добавлял их харизматичный лидер. Фредди Меркьюри говорил: «Я не хочу быть какой-то там звездой, я стану легендой». Но яркой особенностью звучания группы, ее фирменным знаком является даже не вокал Фредди Меркьюри, а хор всех ее участников. Достаточно вспомнить их знаменитую богемскую рапсодию. Наверное, именно поэтому многие песни группы Queen в последнее время стали очень часто исполняться хорами в акапельной аранжировке. Ну и вообще популярность этих песен не идет на спад, и сегодня мы можем услышать их в самых разных аранжировках и практически на всех языках мира. Ну, вот скажем, ту песню, ту композицию, которая завершала сегодня фантазию на тему песен Queen «We are the Champions», мы можем услышать и на удмуртском языке тоже. Но show must go on, шоу продолжается, и еще одна страница английского музыкального наследия – это творчество Эдуарда Элгара. В Англии этот композитор почитается как национальный герой наряду с Шекспиром, Диккенсом и Бернардом Шоу. В своем творчестве Элгар развивал художественные принципы позднего западноевропейского романтизма. Сегодня мы уже касались темы американской киноиндустрии, и мы говорили о том, что она обладает способностью забирать из европейской культуры все лучшее. И, скажем, вот такая знаменитая кинокомпозиция, как «Club to Death», «Вариации тьмы» из фильма «Матрица», это прямая цитата из вариаций для оркестра на оригинальную тему Эдуарда Элгара. Ну а сегодня прозвучит одно из самых известных произведений Эдуарда Элгара для хора «Аве Верум». Концертмейстер Анастасия Никитина, солистка Людмила Федорова.
Говорят, что англичанина можно узнать по 3 признакам: высокомерие, чопорность и чувство юмора. Как писал чешский писатель Карл Чапек, англичане невероятно серьезны, солидны и почтенны. Но вдруг что-то вспыхнет, они скажут что-нибудь невероятно смешное и тут же снова станут солидными, как старое кожаное кресло. Современный английский композитор Крис Лоури не является исключением из этого правила. В его хоровой миниатюре, которая прозвучит сейчас, серьезный подход к построению музыкальной формы сочетается с чисто английским юмором. Он заключен прежде всего в тексте, а оценить его смогут даже те, кто никогда в жизни не учил английский язык. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2 и так далее в различных сочетаниях. Итак, Крис Лоури, Counting Music, считая музыку. Классика английской музыки 20 века Бенджамина Бриттона представлять не нужно. Его роль в истории английской музыки трудно переоценить. Но вот сегодня прозвучит его сочинение для двойного хора «A Hymn to the Virgin» – «Гимн Богородицы». Бриттон написал его в 16-летнем возрасте, но сочетание английского и латинского текста и поразительной красоты музыки создает потрясающее чувство возвышенного молитвенного настроения. Бенджамин Бриттон, «Гимн Богородицы».
Музыка современного английского композитора Джона Рютера хорошо известна любителям хоровой музыки нашего города. Когда-то, 13 лет назад, муниципальный хор под управлением Владимира Михайлова впервые исполнил его знаменитую «Глорию». А сегодня музыка Джона Рютера часто звучит в этих стенах в исполнении хоровых коллективов нашего города. Сегодня мы услышим две композиции Джона Рютера. Первая называется «Sing a Song of Sixpence». Споем песню про 6 пенсов, на которой мы испечем пирог и под пение птиц подарим его королю и королеве. Прозвучит рождественский гимн Джона Рютера «Candlelight Carol» – песня при свечах. Как поймать ветер, как сосчитать звезды на небе? Мерцают свечи, светятся звезды, тихая ночь, святая ночь. Ангелы поют, прославляя рождение младенца Иисуса.
прежде чем продолжится программа хора, я позволю себе проанонсировать ближайшую программу Удмуртской государственной филармонии. Отмечая 140-летие великого русского певца Федора Шаляпина, Удмуртская филармония подготовила концертную программу, основанную на репертуаре Шаляпина. Исполнитель – молодой уральский вокалист, с 2003 года солист Екатеринбургского театра оперы и балета, дипломант и лауреат престижных всероссийских и международных вокальных конкурсов Михаил Коробейников. В сентябре 2012 года он одержал убедительную победу в «Компетиционе дель Опера», одном из крупнейших вокальных конкурсов мира, и получил предложение, от которого не смог отказаться – дебют на римской сцене. Приглашаем вас завтра, 9 октября, на концерт Михаила Коробейникова, певца, несомненно подающего большие надежды. Возможно, когда-нибудь мы будем гордиться, что видели старт музыканта мирового уровня. Ну, а сейчас я хочу более подробно познакомить вас с группой No Smoking, которая принимает участие в нашей программе сегодня. Группа эта образовалась в 2011 году. Ребята объединило желание играть популярные хиты в джазовой обработке. Состав трио: Рустам Хикматуллин – гитара, Илья Удробин – контрабас и руководитель группы Владимир Юдицкий – ударный. Сейчас в исполнении трио No Smoking и пианиста Дмитрия Кудрина прозвучит одна из самых популярных композиций британского рок-музыканта Эрика Клэптона «Change the World» – «Изменить мир».
Сейчас прозвучит еще одна композиция Эрика Клэптона «Tears in Heaven» «Слезы на небесах», песня, которую музыкант посвятил своему погибшему сыну. Вспомнишь ли ты мое имя, если мы встретимся с тобой на небесах? Время может нас сломить, поставить на колени. Время может разбить наши сердца. Я знаю, там, по ту сторону, тишина. И я точно знаю, что больше не будет слез на небесах. Я должен быть сильным и продолжать жить. Эрик Клэптон, «Tears in Heaven» исполняют хор, группа No Smoking, солист Дмитрий Сухих. Британская рок-группа Rolling Stones была образована в 1962 году и многие годы соперничала по популярности с Beatles, безусловно опередив их только по одной позиции – долгожительству. В
В 1989 году Rolling Stones были включены в зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли 4-е место в списке 50 величайших исполнителей всех времен. Но зато их композиция «I Can't Get No Satisfaction» признана лучшей композицией за всю историю рока. Когда я за рулем своей машины, по радио диктор бубнит что-то совершенно ненужное мне. Когда я смотрю телевизор, меня учат, как нужно жить. Я хочу влюбиться в боевую девчонку, но она отворачивается от меня. У меня в жизни какая-то полоса невезения. Я не получаю от жизни удовольствия. I can't get no satisfaction исполняет муниципальный хор No Smoking Band, солист Дмитрий Сухих. Совсем недавно вместе с музыкой Биллима Бёрда мы вошли в этот своеобразный английский лабиринт. На нашем пути менялись эпохи, жанры, музыкальные стили и направления. Пёрселл и Эрик Клэптон, Элгар и Элтон Джон, Лютер, Бриттон, Битлз, Квин, Стинг и Роллинг Стоунс. Воистину, Англия подарила миру множество имен прекрасных музыкантов. И все-таки на выходе из нашего лабиринта, как библейский символ бессмертия, возвышается, подобно кедру на Ливане, великая фигура Генделя. Когда Йозеф Гайдн приехал в Лондон и услышал ораторию Генделя «Мессия», он был потрясен. Когда запели «Аллилуйя», он заплакал, как ребенок, и сказал: «Среди всех он мастер».
Язычником меня ты не зови, не называй кумиром божеством. Пою я гимны полной любви ему, о нем и только для него. Его любовь нежнее с каждым днем, и постоянству посвящая стих, я поневоле говорю о нем, не зная тем и замыслов других. Прекрасный, верный, добрый — вот слова, что я твержу на множество ладов. В них 3 определения божества, но сколько сочетаний этих слов. Добро, краса и верность жили врозь, но это все в тебе одном слилось. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие слова, говорящие «Аллилуйя!», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков Царь царей и Господь господствующих. Аллилуйя!
заслуженный артист культуры Зураб Исаева.